Здравствуйте! Это «Доброе утро». С вами встречаем мы Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедянова. Сегодня вторник, 6 февраля. Сегодня мы поговорим о том, чем вызывается ринит и как его избежать. Расскажем о современных способах улучшения климата в наших жилищах. Поделимся оригинальным рецептом салата «Цезарь». И узнаем, можно ли устроить песочницу для детей внутри квартиры. А еще ждем в гости директора шоу «4 Татарина», артистов «Бармен-шоу» и вице-мисс Вселенная. Все это в ближайшие 45 минут. Зима – не время болеть. Как быстро вылечить ринит и обойтись без осложнений? Счастливые люди. Она творит на радость себе и людям. Приятного аппетита! Очередной рецепт в вашу кулинарную копилку. Ринит или в простонародье насморк – явный признак начинающегося простудного заболевания. Что называется «гадалки не ходи». А между тем ринит – симптом более грозных заболеваний. Что важно помнить и казалось бы банальном насморке, выяснял наш коллега. Ринит. В простонародье насморк. Мы думаем, что это легкая простуда, пройдет через недельку, но бывает и такое, что нос закладывает всерьез и надолго. Бывают осложнения, переходящие в острый гайморит после насморка. Может быть осложнение в виде отита. Но это должно какой-то период пройти, какое-то время должно пройти, да? Вот они приходят с головными болями, жалобами. Ринит возникает как ответ на длительное воздействие холодного воздуха, резкие запахи, загазованность, либо это аллергическая реакция. При остром и возмоторном хроническом рините по утрам появляются заложенность, частое чихание, обильное водянисто-слизистые выделения, а иногда слезотечение. А при атрофическом все наоборот. В носу ощущается заложенность, но сухая, образуются корки. Самолечение здесь возможно, но делать это надо осторожно. Многие применяют сок лука и чеснока. Это не очень эффективно. Лук при разведении его с водой, можно его капать, как будто он там, раздражая слизистую, он как бы вычищает, вымывает, какие-то бактерии убивает. Да? При острых ринитах маленьким детям мы назначаем народные средства. Это свекольный сок, красная свекла. Ее разбавляем обязательно с водой, например, к 6, к 7, к 8. Распространенное мнение, что быстрее покончить с насморком помогут ингаляции и прогревание носа. Из моей практики были такие случаи, когда нос прогревали без назначения врача, и потом это все переходило в гнойную форму, осложнялось гнойной формой. Даже были осложнения в виде орбитальных, то есть это осложнения со стороны глазницы. Приходили, глаза красные, глаза на выкат. И в таких случаях лучше дома не злоупотреблять этими прогреваниями. Можно горчичные какие-то ванны на нос, допустим, да. Сюда можно в область переносицы перцовый пластырь, можно на несколько минут 30, да, это как сухое тепло, согревающее, да. Надеемся, что ринит не станет вашим постоянным спутником. Для этого необходимо проводить профилактику заболевания. Мы рекомендуем в начальных стадиях промывать нос, как-то помочь, можно допустим, оксалиновой мази. Сейчас препаратов очень много, есть препараты, которые уже в состав входят муколитики, то есть это препараты, которые способствуют выведению всей этой слизи, помогают этим слизистой полости носа. И самое простое – учитесь сморкаться правильно. Не двумя ноздрями сразу, а поочередно. Иначе слизь легко попадет в ушную полость или даже в мозг, заразит их вирусами. И тогда осложнений не избежать. Микроклимат дома, температура, чистота воздуха и его влажность – это не просто комфорт проживания, но и залог выздоровления, в том числе и от респираторных заболеваний, ринита в частности. Что помогает сделать микроклимат жилья здоровым, узнаем из следующего сюжета. Как нам хочется, чтобы дома было уютно и хорошо. Но так бывает не всегда. У кого холодно, у кого жарко, где сухо, а где плесень. Создать идеальный домашний климат можно при помощи разной техники. Главное – сделать правильный выбор. Первое – регулируем температуру. Тут незаменим кондиционер. Сверху через верхнее отверстие воздух забирается, и с помощью вот такого вот выходного отверстия холодный или горячий воздух он уже подается в само помещение.
Воздух нужно менять каждые 60 минут. К сожалению, кондиционеры этого сделать не смогут. В основном все кондиционеры, они воздух из помещения не выбрасывают, не забирают, они прокачивают внутренний воздух помещения. На рынке существуют кондиционеры, которые еще дополнительно обеспечивают вентиляцию помещений. Да? Но такие кондиционеры, они единичны. Так что проветривайте квартиру или усовершенствуйте систему вентиляции. Но температуру регулировать обычные кондиционеры действительно способны. В эту группу входят и обогреватели. Сейчас вместо масляных можно установить инфракрасные. А за счет многослойности этого стекла тепло инфракрасное излучается только в одну сторону, сзади него поверхность абсолютно не нагревается, абсолютно бесшумен в работе, нет никаких износостойких элементов, за счет чего ресурс такого оборудования более 25 лет. Ну и уникальный дизайн, который наверняка удивит любых гостей и соседей, которые придут к вам домой. Правда, кондиционеры не очищают воздух от пыли. Значит, нужно приобрести воздухоочистители. Их сейчас много на рынке. В емкость заливается вода с помощью уникального барабана, происходит смешение воздушного потока с водой, происходит естественное увлажнение, и, соответственно, вся грязь, пыль и микробы, которые содержатся, они просто оседают в этой воде. При эксплуатации необходимо просто сливать грязную воду, заливать чистую, никаких сменных элементов во время эксплуатации вам просто не потребуется. Прибор очень полезный, но учтите важный параметр. Какой объем воздуха он чистит. Для 20-метровой гостиной производительность должна быть не ниже 60 кубических метров в час. Это обычный минимум у хороших производителей. И проверьте качество очистки и технические характеристики этого устройства прямо в магазине. То же самое просто необходимо проделать и с увлажнителями воздуха. Такой прибор быстро и без проблем установит в вашем доме комфортную влажность. Норма до 60% летом и не ниже 35% зимой. Молекулы воды выбиваются с помощью ультразвука и подаются в помещение в виде такого либо холодного, либо горячего пара. То есть есть такая еще функция пастеризации воды у увлажнителя воздуха, когда вода дополнительно подогревается для уничтожения микробов, содержащихся в этой воде, чтобы они не попадали в воздух. Есть и другие технические новинки. Ультрафиолетовые лампы, ионизаторы, кислородные барокамеры. Но такие приборы следует использовать с большой осторожностью. У них много побочных эффектов. В любом случае, создавать благоприятный климат в доме – дело серьезное, требующее точных расчетов. На кону ваше здоровье. Несомненно, в период зимний, когда отопление во всех домах работает на полную мощь, важно, чтобы воздух в квартире был, конечно же, влажным. Это важно не только для здоровья взрослых, в первую очередь для детей, но а женщинам важно, чтобы кожа не сохла, понимаешь? Да, ну и напомним нашим телезрителям о том, какая погода сегодня их ожидает. Ну, наконец-то погода более-менее наладилась. Сегодня уже не так метет, как вчера, и уже можно пробраться на работу более-менее спокойно. Сегодня синоптики нам обещают до 6 градусов мороза, немного похолодает, ну а к вечеру станет еще прохладнее, так что одевайтесь, пожалуйста, теплее. Сильных осадков не ожидается, влажность воздуха высокая, 90%, а магнитное поле Земли спокойное, так что магнитной бури не ожидается, можно быть спокойными. Напоминаем, если вы хотите посмотреть повторы нашей программы, заходите на наш сайт www.tnv.ru. Также мы есть ВКонтакте, где вы можете оставить свои комментарии или же вопросы, на которые мы обязательно ответим в последующих наших программах. Ну, расскажи мне, знаешь, о чем? Вот как ты климат в квартире улучшаешь? Я климат в квартире улучшаю, например, тем, что я выхожу на улицу. Да, это лучшее улучшение климата с моей стороны квартиры. И самое главное, чтобы было одинаково, чтобы по возвращении с такой свежей погоды, хорошей, уличной, домой, чтобы чувствовать себя так же хорошо. То есть, когда ты гуляешь, супруга проветривает квартиру. Мы все проветриваем квартиру. Поняла. Ну что ж, друзья, буквально скоро мы к вам вернемся. Не переключайтесь, впереди, обещаем, будет много интересного. Ну а пока реклама на ТНВ. Доброе утро! Напоминаем вам, что сегодня вторник, 6 февраля, пришло время традиционного гороскопа в нашей программе. Итак, предсказания для первых 6 знаков зодиака. Мы начинаем. Овны – это очень яркий, красочный день. Сейчас важно быть искренними и легкими. Можно предаваться мечтаниям. Рекомендуется в этот день полностью спланировать грядущую неделю. Вот так. С самого начала планируешь до конца. Позитивно. Тельцы. День хорош для романтических встреч. Сегодняшние действия
день должны внести в себе уверенность в правильности их дальнейшем и успехе. Любое сомнение негативно скажется на результате. Вот это нужно знать. Сомнения нельзя ни в коем случае допускать. Близнецы, у вас день перемен, которые не останутся незамеченными. Для одних они будут связаны с карьерой и профессиональной реализацией, для других с условиями жизни и домашними планами. Раки, сегодня вам необходимо научиться понимать собственный организм. Непременно укреплять его и иногда баловать. Работайте над гибкостью не только тела, но и мышления и эмоций. Это поможет гармоничнее выстраивать отношения с людьми. Но почему бы не заняться, например, йогой, да, услышать свое тело, а потом с таким хорошим настроем идти в люди? Да, согласен. Йога для меня это со словом непостижимо. Я все уже поняла про тебя, львы. Сегодня вы не встретите серьезных препятствий в раскрытии своих талантов, а также в приятном общении с людьми, которых любите. Настроение будет энергичным и праздничным. Для вторника идеально. Девы, ваши позиции укрепятся за счет новой темы, в которой вы демонстрируете свою компетентность. Возможны приятные встречи и знакомства, которые вы сможете выгодно использовать. А вот сегодня позитивный какой-то прогноз абсолютно, для всех знаков. Мы надеемся, что и для 6 оставшихся знаков будет не менее позитивный гороскоп, который прозвучит в конце программы. Ну а сейчас мы расскажем дорогим нашим мамам о том, как внести в игру ваших детей толику полезности, например, играя в песочнице. Современные технологии позволили создать так называемый кинетический песок. Его свойства отличаются от обычных. Но куличики лепить из него можно так, что песочницу можно устроить прямо в доме, без последствий для порядка. На первый взгляд, кинетический песок напоминает влажный морской песок, но когда берешь его в руки, появляются его необычные свойства. Он течет сквозь пальцы и в то же время остается сухим, совершенно не пачкает руки. Этот материал очень чутко реагирует на прикосновение, и от одного касания, казалось бы, крепкая конструкция начинает медленно рассыпаться. Так что не удивляйтесь, если это изобретение станет предметом не только детского восторга, но и вашего. Первая игра, которую мы продемонстрируем, это классическое занятие с формочками. Необычным остается разве что материал. Раскатайте песок скалкой или сформируйте плоскую лепешку руками. Можно использовать специальные фигурки для пластилина, продающиеся в детских магазинах, или же обычные формочки для печенья. Параллельно мы советуем изучать цвета и названия предметов. В любой игре обязательно ведите диалог с ребенком. Маленьким исследователям всегда нравится что-то находить. Предложите ребенку сыграть в прятки. Разложите мелкие игрушки на слой песка и спрячьте их. Крохотным ручкам будет очень весело. Проверено. Третья игра хорошо знакома всем любителям песочницы. Это обожаемые детьми куличи. Только теперь для игры с ними не обязательно отправляться на улицу. Подключите к этому процессу изучение понятий «большой-маленький». Еще один чудесный способ использовать кинетический песок – это игра со штампами. Наш сегодняшний материал станет отличным холстом для этого вида детского творчества. Экспериментируйте с разными предметами. Мы используем геометрические фигуры, но нет никаких ограничений. Это могут быть животные, растительный мир или какие-то другие предметы. Любой из вариантов будет полезен для общего развития вашего ребенка. Все знают, что нож ребенку не игрушка, но навыки владения им – очень полезное умение, развивающее координацию движений и мелкую моторику. Так что смело запасайтесь пластмассовыми инструментами и начинайте резать воображаемые тортики, колбаски и бутерброды. Детям очень нравятся взрослые занятия и собственная самостоятельность. Краны, бульдозеры, бетоновозы, экскаваторы – очень нравится мальчикам и некоторым девочкам. Используйте строительную технику для ролевых игр с кинетическим песком. Можно придумать массу сюжетов и строить, копать, перевозить. Впрочем, ваш маленький строитель сам поймет, что надо делать. Конечно, этот материал несъедобный, так что если ваш ребенок любит пробовать все на вкус, то тщательно следите за ним во время игр и занятий.
Если честно, я немного завидую современным детям. Вот раньше у нас песок только был летом, понимаешь, ну, крайне там осенью выходишь и весь в грязи возвращаешь. А сейчас, смотри, вот какой кинетический песок. Раз-два и готово, еще да? и к рукам не прилипает. Конечно, а тот песок, чтобы слепить из него, нужно было туда же, чтобы смочить его, чтобы он был какой-то мокрый, чтобы можно было фигурки делать. Это же классно. А сейчас дома круглый год, пожалуйста, песочница, кинетический песок. Правда, я могу тебе сказать, у меня он есть. И очень талантливые дети могут сделать так, что и этого песка в вашем доме будет очень много. Ну что, мы продолжаем нашу программу. Да, и еще немного о детях. Постоянные зрители нашей программы с радостью и интересом наблюдают, как малыши рассуждают на разные темы. Вот сегодня дети расскажут, что такое глаза, для чего они нужны и сколько их бывает. Сколько глаз бывает? Да, 1 глаз или 3 – это для них вполне нормальное явление. Глаза живут на голове, они могут и все видят. А если состарятся, они ничего не видят, и им надо очки покупать и глаза капать. А еще, чтобы они не болели, их надо умывать и любить. 1 глаз нужен, чтобы видеть, а 2 глаза, чтобы видеть в 2 раза лучше. А если 3 глаза впереди и сзади, то никакой бандит к нам не подкладется. Но если мы зимой наденем шапку, то 3-й глаз закроется. 1 глаз бывает у двери, чтобы смотреть, кто пришел. Или папа, или мама. А 2 глаза бывают у детей, чтобы смотреть, куда идешь. А то можешь разбить нос. А 3 глаза бывают у инопланетян и зомби. Что смотреть на небо и по сторонам. Я плачу, тогда меня ругает мама. И в глазах чуть-чуть слезы. Я беру платочек и вытираю. И будет все хорошо. Конечно, все будет хорошо. Главное вовремя ходить к окулисту, чтобы глаза хорошо видели. Да, согласен. И главное понимать, что их 2, да? Пусть их будет 2, и у всех здоровья. Если вы считаете, что популярный салат «Цезарь» так назван в честь исторического римского императора Гая Юлия Цезаря, то ошибаетесь. Салат получил название по имени человека, наиболее часто называемого изобретателем этого блюда, американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини. Блесните этим фактом перед гостями, для которых вы приготовите это блюдо по оригинальному рецепту. Смотрите и запоминайте. Для приготовления салата «Цезарь» по оригинальной рецептуре вам понадобится зелень салата, белый хлеб ломтями, тонко нарезанный пармезан, куриное филе, оливковое масло, отваренные вкрутую яйца, сухая горчица, лимонный сок, вустерский соус, авокадо, соль, перец и чеснок по вкусу. С багета срежьте корочки и нарежьте мякиш на ломти. Смешайте оливковое масло с солью и чесноком и обжарьте хлеб на этой смеси. Также до полной готовности обжарьте куриное филе. В миске взбейте куриные желтки с горчицей, вустерским соусом, соком лимона, с солью и перцем. Постепенно введите туда оливковое масло. Взбейте до консистенции плотной сметаны или майонеза. Листья салата порвите руками и залейте приготовленным соусом, а сверху еще и смесью из авокадо, оливкового масла и соли, которые предварительно разотрите в ступке. Все тщательно перемешайте. Перед подачей салата выложите нарезанное на ломти филе курицы, половинки крутых яиц, обжаренный хлеб и сырные слайсы. Такой салат будет сытным, ароматным и с оригинальным вкусом. Приятного аппетита!
О, боже, как же это вкусно! Ты запомнил рецепт? Нет, я запомнил, как это выглядит. Ну, ты знаешь, не стоит забывать, что совсем-совсем буквально через несколько недель придет, пусть и календарная, но весна, и нужно готовиться и быть в форме. И что сделать? Вот после сытной еды что нужно? Да, после сытной еды обязательно не забывайте, надо полежать, или ты о чем? Нет, ты что, нужно заниматься спортом. Правильно. Что нужно сделать, чтобы живот был в порядке? Давайте посмотрим. Чтобы сделать живот плоским, необходимо правильно питаться и выполнять специальные упражнения. Комплекс для живота можно выполнять в конце любой тренировки, либо делать с утра перед завтраками. Упражнения необходимо выполнять друг за другом без отдыха. Упражнение первое. Исходное положение лежа на спине, руки за головой. Поочередно поднимаем правую ногу, затем левую. Одновременно отрываем лопатки от пола, делая скручивание. Ноги при этом старайтесь держать максимально прямо. В таком же порядке возвращаемся в исходное положение. Это упражнение выполняем 15-20 раз. Упражнение второе. Руки за головой, ноги согнуты под прямым углом. Отрываем лопатки от пола и одновременно тянем правое колено на себя, а левую ногу вытягиваем вперед. Возвращаемся в исходное положение. Тянем правую ногу вперед, а левое колено тянем на себя. Это упражнение выполняем также по 15-20 раз на каждую ногу. Упражнение третье. Исходное положение лежа на спине, руки вытянуты над головой. Поднимаем корпус за счет мышц пресса и одновременно поднимаем обе ноги. Спину при этом держим ровно. Задерживаемся на пару секунд и возвращаемся в исходное положение. Немного передохните и выполните весь комплекс из 3 упражнений и еще 3 раза. Будьте в форме! Я обещаю, что я обязательно выполню весь комплекс упражнений и буду выглядеть великолепно весной. Да, согласен. Я тоже обещаю, что я буду держаться. А мы продолжаем. Поклонники сериала «Темные воды» с нетерпением ждут очередную серию. Сегодня, после нашей программы, их ждут развитие событий. Но это не все, что мы призываем посмотреть на нашем канале. Каждый из вас найдет что-то интересное. Спустя 70 лет после разгрома в этом храме вновь царит вера. Через 300 лет после освящения церковь в Косяково вновь живет. Путь сегодня в 13:00. Галимжан Ибрагимов – писатель трудной, но очень интересной судьбы. Он родился в семье муллы, но стал идеологом татарской и советской литературы. Последние годы жизни провел в Крыму. Отсюда же и был отправлен в Казань, чтобы без суда и следствия погибнуть. «Рыцари вечности» сегодня на ТНВ. На самом дне, под толщей воды и ила, затонувшие корабли хранят свои тайны. Этот фильм – попытка заглянуть в далекую историю и узнать, как закончила свои дни непобедимая армада. Сегодня в 13:30. На нашем канале, как всегда, очень много разнообразных программ, как и событий в нашем городе. И к нам уже присоединилась наша коллега, которая расскажет обо всем, о всех событиях нашего города, куда сегодня можно пойти, как это можно сделать. Слушайте Камилу Хакимуллину. Всем привет! Сегодня 6 февраля и с вами Камила Хакимуллина. Будьте внимательны, ведь сейчас начнется рассказ о самых интересных и увлекательных событиях, которые пройдут в Казани сегодня. Смотрим!
my face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like... Театр танца «Тодос» приглашает вас на премьеру. Новая постановка Аллы Духовой – это оригинальные номера, профессиональная работа артистов, эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу. И приснится же такое – спектакль, который дает возможность спуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам. Концерт группы Vanilla Sky. В Казани выступят удалые итальянские поп-панки Vanilla Sky. Они известны не только панк-каверами песен Рианы и Леди Гаги, но и исполнением нетленного хита «Звенит январская вьюга». Этой зимой будет по-итальянски жарко. Разнообразный получается вечер, но на этом еще не все. В нашей рубрике мероприятия найдутся на любой вкус и цвет. Вот, например, спектакль «В ожидании». Действие спектакля разворачивается в отделении для беременных. На примере нескольких пар, ожидающих малышей, драматург и режиссер Ильгиз Зайниев задается вопросом, все ли мы сделали для того, чтобы получить право на продолжение своего рода. Ответы на эти вопросы получат все, кто придет сегодня вечером на спектакль. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока. Спасибо, Камила. И еще раз напомним вам прогноз погоды на сегодня. Синоптики обещают, что ветер стихнет, осадки будут не такими обильными, и температура примерно будет около 6 градусов мороза. Да, ну и самое главное сообщение водителям: по возможности все же не выезжайте на дорогу, переждем еще денек, скоро все успокоится, а потом уже как следует. А сейчас небольшой блок рекламы ДТНВ, после чего мы вернемся и продолжим. Впереди вас ждет очень интересное.
Браво, это было феерично. Спасибо. Ну что, Ильфат, хочу поздравить с профессиональным праздником, дорогие друзья. Сегодня свой, повторюсь, профессиональный праздник отмечают бармены, Международный день бармена. И у меня такой вопрос, Ильфат. Как часто, работая в баре, вы вот повторяете вот такие вот трюки? Ну, стабильные тренировки, стабильные разминки. Без этого никуда, как любой спортсмен. Мы приравниваем это искусство к спорту, потому что постоянно тренировки, постоянно физические упражнения и так далее. Стабильные тренировки. Перед каждым непосредственно выходом разминаемся как минимум полчаса. Мне кажется, у Рустема просто дар речи пропал. Ты точно такого никогда не сможешь, мне кажется, сделать. Нет, я смогу абсолютно так же, как Ильфат, делать спокойно. Вот я честно могу спокойно вот так же делать, только вот у меня в руках ничего не будет. Но так я могу делать. Хорошо, вот так и подтанцовываю. А я спрашиваю, сколько лет вы занимаетесь вот этим, не побоюсь слова, видом спорта? Ну, в этой сфере мы уже около 10 лет. Работаем. А соревнования какие-то проводятся? Да, конечно, проходят международные конкурсы, региональные конкурсы, по республике проходят чемпионаты и так далее. На сегодняшний день мы активно участвуем в разных конкурсах, чемпионатах, ездим по регионам, также участвуем в чемпионате мира. Ну, мы сегодня просто были в восторге, и вся наша команда. Ну, скажите, как вас встречают зрители или те же посетители баров? Ну, так как мы на рынке уже давно работаем, нас уже многие в лицо знают, и постоянно нам только рады на любых мероприятиях, свадьбах, юбилей, корпоративах, или не только, где бы только мы не видели, мы видим постоянные отзывы. Отзывы бывают положительные, негативные, воспринимаем все это хорошо, учитываем ошибки, исправляемся, совершенствуемся. И, как сказать, на самом деле нам грех жаловаться, ввиду конкуренции, но все хорошо. Ну, мы очень рады. Но у меня вот такой вопрос. Прежде чем вы так ловко научились жонглировать тарой, скажем так, да, сколько примерно посуды было разбито? Вы знаете, мы учет, конечно, не вели, но было много. Много-много. Много? Да. Не подсчитывали? Нет, мы, конечно, не считаем, то есть это расходный материал. Но ни один бармен не пострадал при этом? Нет, конечно. Ты не хотел бы научиться тоже? Я бы очень хотел научиться, но у меня вот такой вопрос для Ильфата. Вот процесс приготовления коктейлей, он занимает долго времени из-за трюка или все-таки сложность ингредиентов? Вы знаете, коктейль вообще он готовится разными методами, разными способами и так далее. То есть есть классический способ приготовления, есть способ флэринг. Мы же используем шоу-флэринг, то есть при помощи бутылок, шейкеров, разного реквизита, инвентаря, готовим коктейли с шоу-программой. Есть классический метод приготовления, это уже ребята классики, у них уже теория на высшем уровне, они уже все строго по рецептуре, по граммовке и так далее. В Казани очень сильная школа классическая барменов присутствует, которые завоевывают призовые места на международном поприще. А вы занимали какие-то места? Я знаю, что вы, по-моему, большой чемпион. На самом деле я 4-кратный чемпион Республики Татарстан, так же, как и мой напарник. К сожалению, он сегодня не смог подъехать, но передавал всем большой привет и хотел поздравить всех барменов с праздником. Серебряный призер по Поволжью, 4-кратный, и, как бы скромно не звучало, 34-е место на чемпионате мира, но это было в далеком 2009 году. Ну, это действительно... А сколько было всего участников? Около 70. Но это уже действительно не просто работа, это уже какой-то профессиональный вид спорта. Мы вас поздравляем еще раз с Международным днем бармена. Успехов вам, удачи. Скажу, это очень вкусно. Ну а мы продолжаем, и у нас на очереди рассказ об очень счастливом человеке. С героиней сюжета я познакомилась во время съемок прямого эфира нашей программы, а сейчас охотно познакомлю с ней и вас. Роза Шафикова, безусловно, счастливый человек. Такие вот коврики я вижу, они подходят и для ванны, в спальню, детскую. Это пряжа называется ленточная, из трикотажной ленты сделанная. Она вот очень легко вяжется. Очень быстро получается. Можно за вечер связать коврик. Роза Шафикова живет в Бугульме. Выйдя на пенсию, она стала заниматься рукоделием. Это занятие помогает ей преодолевать болезни и недуги.
Я уже была на пенсии. Когда это я начала, я поняла, что какие-то вот недуги в нашем возрасте куда-то уходят. Давление уходит, без никаких таблеток. Вот это я поняла. И начала этим заниматься, и даже вот мне это нравится, мне это тянет к этому. Вот. Всегда какие-то задумки в голове у меня. Вот это надо будет сделать, вот это надо сделать. И воплощаю это. Мне нравится. Роза постоянно чему-то учится. Благо планшет и интернет всегда под рукой. Там она и черпает идеи для вдохновения. Правда, конечно же, вносит свои коррективы. Возможно, именно тогда и рождается вот такое чудо. Это одеяло называется «Бабушкин сад». Он шьется из маленьких кусочков. Это вручную шьется. Сначала шаблон делается, а потом друг с другом скрепляется. Мы восстановили в деревню дом и родительский. И вот эти платки остались от мамы. Я их собрала, как бы память о маме. А еще Роза делает вот такие замечательные изделия из бисера. Все, что сделаю, я дарю, призналась она нам. Ведь подарок, сделанный своими руками, особенно дорог и ценен. Мне Всевышний дал вот такую вот возможность. Мне никогда не надоедает. Мне всегда хочется это делать. Минуточку, найду, что-то там сделаю. Одновременно я много вещей делаю. И вяжу, и шью одновременно. Народная мудрость гласит, что счастлив тот, кто может подарить частичку своей любви тем, кто рядом. Будьте счастливы. С победой вернулась представительница Татарстана из Болгарии с конкурса красоты и таланта Илья Гарипова, вице-миссис конкурса Гранд-ма 2018. Секретами красоты сегодня поделится она сама, и с удовольствием мы с ней пообщаемся. Доброе утро, здравствуйте, очень рада вас видеть. Да. Поздравляем вас с победой, и, как мы знаем, это не первая награда в вашей копилке. Да, это не первая награда. Я была Инничка Биль 2006. Угу. А именно вот про этот конкурс расскажите, пожалуйста, сколько стран было представлено? Было 25 участников и около 20 стран мира. Даже со всего мира приехали, да? Интересно. Это Малайзия, Индия, Африка, Европа. Очень много стран. А расскажите, пожалуйста, какие были конкурсы именно, вернее, какие хореографические номера? Вот мы знаем, что вы исполняли татарский танец. К сожалению, мы сейчас не сможем его посмотреть. Нет, нам подсказывают, что есть. Мы сейчас его посмотрим, и потом мы поговорим об этом. Отлично. Безумно красивый танец. Расскажите, пожалуйста, кто ставил вам этот танец? Этот танец мне поставила Лейсан Хаметова. Это госансамбль. Я хочу выразить ей огромную благодарность. И хочу выразить благодарность директору госансамбля Жукову, который предоставил мне вот эти прекрасные красивые костюмы. И я достойно представила Татарстан. Это было удивительно. Да, браво. А подскажите, кто ездил с вами в Болгарию, кто вас поддерживал? Помимо супруга. Помимо супруга со мной ездили 2 моих ребенка. У меня их 3.
средняя – это дочка, и вот младший сын 4 года, они участвовали, кстати, тоже в танце, они выходят в конце. То есть у вас такой семейный танец. Это семейный традиционный танец о зарождении семьи. Мы его первый раз танцевали с супругом на своей свадьбе. Второй раз мы его станцевали на никахе своего старшего сына. И вот третий раз мы уже выставили его на обозрение всему миру. Да. Я понимаю, конечно, следующий вопрос, наверное, больше должен был быть адресован вашему супругу, но я все равно спрошу вас. Как ваш супруг чувствует себя рядом с такой красивой, талантливой женщиной? Не ревнует? Нет, у нас уже прошел такой этап, у нас все хорошо. Он чувствует себя, я думаю, великолепно. Ну, тем более, если он всегда рядом с вами, поддерживает вас во всех ваших начинаниях, мне кажется, это просто прекрасно. Да. Но мы еще откроем небольшую тайну для наших зрителей. Вы не только безумно красивая и талантливая женщина, вы и мама, вы еще и бабушка. Да, у меня есть внучка от старшего сына. Замечательно. А сколько ей? Ей годик. Ой, ну мне кажется, вашей внучке есть куда стремиться, глядя на такую великолепную, даже не знаю, как вас зовут, бабушку, молодую бабушку. Но расскажите, какие у вас дальнейшие планы и, может быть, конкурсы какие-то, стремитесь вы куда? Вы знаете, я пока после этого конкурса еще не отдохнула, поэтому пока про конкурсы я не думаю. Поскольку были какие-то цели, поставленные до конкурса, мне их надо сначала осуществить. Я занимаюсь благотворительным фондом, он называется «Жизнь без инсульта». Зангер Тасма совместно с врачами МКДЦ мы проводим бесплатные лекции для людей, чтобы каждый 6-й в нашем мире не умирал от инсульта. Мы проводим это все бесплатно для жителей нашего города. И всех приглашаю. 17 числа у нас будет очередная лекция в клубе Вознесения в 12 часов. Приходите. Прекрасно. Спасибо вам большое за то, что вы делаете для людей. И поздравляем вас еще раз с такой прекрасной победой. И удачи вам во всем. Спасибо. Но мы продолжаем. И сейчас гороскоп для оставшихся 6 знаков. Весы. Вы должны быть осторожны в денежных вопросах. Сегодня и в ближайшие дни вам лучше не иметь дела с чужими деньгами. Не стоит покупать одежду и косметику, заводить романтические отношения. Они могут создать вам лишние проблемы. То есть для всех гороскопов вот так, а для весов вот плохо, да? Бывает такое. Скорпионы. Сегодня любая мелочь в ваших глазах способна принять размеры слона. Из-за этого вам будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Стрельцы, у вас удачный день для продолжение начатого накануне дела. Не опускайте рук и не теряйте надежды, тогда ваше желание осуществится. Все-таки сегодня откопаем ошибку. Откопаешь. Козероги. День не располагает к новым достижениям, мешает собранности и сосредоточенности на чем-то одном. Если вы утомлены, не отказывайте себя в бесцельной прогулке, в приятной беседе или в чтении случайно попавшейся книги. Водолеи. Сегодня вы можете оказаться против своей воли, втянутыми в водоворот событий или даже интриг. Окружающие будут пытаться вами манипулировать, преследуя свои цели. Так или иначе, звезды советуют вам держаться в стороне от чужих дел. И чем дальше, тем лучше. Рыбы. Спокойный день, который не будет отмечен в вашей памяти особыми событиями. А вот с окружающими вам сегодня нелегко найти общий язык. Вы будете настолько погружены в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для разговора вам будет нелегко. На этом наша программа завершается. И напомним, что вы увидите завтра в нашей программе. Неустойчивый любовный треугольник. Что делать, если любишь женатого? Философия Древней Индии для каждого. Занятие йогой в домашних условиях. Умный подход для лучшего эффекта. Как сделать глаза выразительными. Завтра в 8-10 утра не забудьте включить свой телевизор, и мы вновь вам скажем здравствуйте. И, как всегда, будет много интересной и полезной информации именно для вас. Сегодня с вами были Ассоль Мухамедзянова и Рустем Каримулин. До новых встреч на ТНВ. Пока. Пока-пока.